Сегодня я покажу на примере доски объявлений, как могут украсть ваши данные. Причем поможете в этом вы сами. Давайте я вам расскажу одну простую историю, как крадут ваши данные. К примеру, у вас есть автомобиль старенький, и вы решили его продать. Вы подумали и, конечно же, решили разместить его на доске объявлений. Причем неважно на какой, может быть даже одновременно на нескольких. Вы размещаете, там все описываете, допустим, он стоит 800 тысяч рублей, и все. Нажали опубликовать и ждете. Вскоре вам приходит сообщение из серии «Актуально ли еще ваше объявление?». Вы вроде смотрите и обычно отправляют всегда ссылку на объявление. Смотрите, ну да, там еще причем в мессенджерах есть уже такая мини-отрисовка. Вы смотрите, да, это мое объявление действительно. И появляется одно интересное сообщение, ниже пишут: а почему так дешево? А у вас что, битая? Или, не знаю, там какая-то без документов? Почему цена такая низкая? Вам становится интересно, то есть, что значит битая, почему? Ну, нормальная машина. Вы переходите по ссылке, смотрите, опа, вы вместо 800 тысяч написали 80 тысяч. Блин, ну бывает всякое, кто уж не ошибается. Нажимаете кнопочку «Редактировать», которая рядом находится. Вылазит для того, чтобы отредактировать, надо, конечно, заавторизоваться. Ну да, вы ввели номер телефона, ввели код из СМС, который пришел, и что-то не понимаете, что дальше происходит. А дальше происходит то, что вы только что подарили ваши данные мошенникам. Как вы думаете, вы сможете отличить настоящий сайт от поддельного, если у вас мало времени или вам что-то резко нужно сделать там? Это не так-то просто. Именно в этот момент, когда вы открыли, вы не обратили внимания то, что перешли совсем по другой ссылке. Она может быть очень похожа на ту, которая настоящая, но по сути это подмена, это фишинг. То есть, что такое фишинг? Фишинг это когда у вас изымают какие-то данные и делают это там подменой чего-либо, там, не знаю, может официального какого-то сайта или еще что-то. Ну, то есть цель одна — украсть ваши данные. Сегодня мошенники используют так называемый type squatting. Это когда доменное имя отличается каким-то одним символом от настоящего. То есть там есть похожие какие-то буквы. Вы думаете, то, что это доменное имя, к примеру, доски объявлений, на самом деле там заменена одна маленькая буковка, которую сильно-то и не различить, особенно если вы заходите с телефона, и вот вы попадаете на поддельный сайт. Поддельные сайты вообще это не редкость. Только за один квартал там по миру миллионы страниц различных подделываются. То есть количество огромное. И не только это у нас там в Якутске или еще где-то, это вообще в целом мире такая мировая проблема. Когда вы вводите свои данные в поле авторизации, который вам кажется доска объявлений, на самом деле в этот момент где-то там в дальнем уголку мошенник сидит и параллельно синхронно вам вводит ваши же данные. Вы написали свой телефон, он это тоже вводит телефон ваш, но только он вводит его, к примеру, на сайте какого-нибудь банка или госуслуг. Потом он ждет, когда вы введете смс-код, и вы ввели свой смс-код, у него он синхронно появляется, он его получает и вводит. Опа, вы думали, то, что вы вошли в доску объявлений, а на самом деле в этот момент он заходит на условный ваш банк. Вот таким образом и получает доступы к вашим сервисам и к вашим деньгам. В качестве демонстрации я найду какое-нибудь настоящее объявление, которое размещено, и покажу, как сделать его копию буквально там, не знаю, за пару минут. Конечно, не стоит это повторять, и я намеренно упрощаю многие моменты. Я просто хочу вам показать суть. Как правило, люди вообще не обращают внимания на какие-то изменения на сайтах или там, не знаю, в приложениях. Вот казалось бы, есть кнопка «Редактировать». Но, наверное, те, кто часто публикуют, они же знают то, что обычно она находится где-то в другом месте. Но я почти уверен, то, что большинство из вас так сильно на это внимание-то не обратят. Ну, мало ли чего там они поменяли. Было там, стало здесь, какая разница? Вот как раз-таки на таких мелочах людей очень сильно подлавливают на невнимательность. Делается копия страницы, то есть не надо весь сайт делать, а копия конкретно, к примеру, вашего объявления. Его делают, и вам же его показывают. Но это не настоящая страница, а подделка. Ну вот, страница уже готова, теперь можно ее вам и отправить. Не стоит забывать то, что сейчас в эру автоматизации и нейросетей делается это еще проще. То есть сейчас это буквально можно тысячами этих страниц клепать и отправлять их, просто массово рассылать.
И условно там, если ты за день сделал 1000, но представьте, сколько людей все-таки клюнет на это. Даже бывает так, то, что когда вы вводите в поисковике какой-то там адрес, доменное имя, ну, например, не знаю, либо название магазина какой-то, да, то есть первая ссылка так может быть тоже мошенническая. Причем эта тема уже давно распространена, то, что могут просто рекламные объявления, то есть они появляются в выдаче на самом верхнем месте. Ну, по крайней мере, раньше так часто было, и люди всегда по умолчанию кликают на самое первое, то есть, да, то, что строчки есть. А там как раз-таки уже какой-то мошеннический сайт. Так что не гарантия того, что вы можете перейти на настоящий. Какой же способ ей защититься? Будьте предельно бдительны. Всегда смотрите и проверяйте, что вы вводите. Куда заходите по ссылкам, смотрите доменное имя, пересчитывайте, если у вас какое-то подозрение, зайдите и посмотрите внимательно, что за форма, качество какое там. Ну, то есть надо быть просто максимально бдительным и вообще по возможности лишний раз на ссылки не переходите. Например, если вам сообщение пришло, реклама ваша актуальна там или нет, сами возьмите, зайдите с приложения официального или еще с чего-либо другого устройства, в которое вы ранее заходили. Так будет надежнее. Если вам понравилось видео, я буду рад, если вы подпишетесь на канал, а также на телеграм-канал. И обязательно расскажите об этом своим друзьям и близким. Может, у вас уже что-то подобное было? Я думаю, много у кого есть, наверное, истории про то, как их пытались взломать. Обязательно напишите об этом в комментарии. Будет интересно почитать.